О происшествиях. Накануне в Якутске в одной из частных групп по уходу и присмотру за детьми произошел несчастный случай. Двухлетний ребенок попал в больницу с ожогами 20% тела. О возможных причинах случившегося журналистам рассказали сегодня представители республиканских властей. Все подробности у Саргаланы Захаровой. Инцидент произошел в так называемой группе по уходу и присмотру за детьми. К таким группам не предъявляют особых требований, им не обязательно иметь лицензию, специальные помещения, они не подвергаются регулярным проверкам. В Якутске зарегистрировано порядка 50 таких организаций. Ребенок получил ожоги, по предварительной информации, вследствие прорыва трубы отопления в квартире, где находились дети. В Министерстве образования в срочном порядке создали оперативную группу, которая выехала на место происшествия. По поручению министра Федосии Васильевны Габышевой я лично выехал на место происшествия, но, к сожалению, предприниматели меня в квартиру не пустили. Но, тем не менее, если бы он открыл дверь и все честно, открыто рассказал, таких слухов не было бы, а то распространяется недостоверная информация по социальным сетям. Речь идет о предварительной версии причины произошедшего. Управляющая компания ООДСК, в чем ведомстве находится здание, имеет другой взгляд на ситуацию. Порыва никакого не было, просто был открыт сбросной вентиль маленьким ребенком. По пришествию сантехник перекрыл группу непосредственно по всем 9 этажам. И зайдя туда, увидел, что собственники уже закрывают этот кран непосредственно. То есть соседи, есть свидетели о том, что порыва никакого не было. Несчастный случай республиканские власти прокомментировали на расширенной пресс-конференции. На ней не раз говорили о том, что запретить подобные группы нельзя, так как в республике существует острая нехватка мест в муниципальных детских садах. Также министр по делам предпринимательства и развития туризма Екатерина Кормилицына отметила, что предприниматель занимался этим видом бизнеса нелегально. Случай, и как мы сегодня констатируем и сообщаем вам, это у предпринимателя, который по регистрации в налоговой службе имеет другой вид предпринимательской деятельности. То есть данный вид у него не зарегистрирован. По словам представителей властей и управляющей компании, индивидуальный предприниматель не отвечает на звонки и не выходит ни с кем на связь. В квартире, где произошел несчастный случай, также тихо. Однако, если дело дойдет до суда, рано или поздно бизнесмену придется ответить на вопросы. Саргалана Захарова, Сергей Алексеев, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.